3 государства на севере Африки сами просят Россию разместить у них военные базы. Первый о готовности принять российских военных заявил Халифа Хафтар, командующий вооруженными силами Ливии. И он не одинок, вовсю возрождается былой блеск военного сотрудничества, и российские войска возвращаются на утраченные с распадом Советского Союза рубежи, пишет Хорасан. Как сообщалось ранее, Халифа Хафтар, командующий вооруженными силами Ливии, так называемой Ливийской национальной армией, обращался к Москве с предложением разместить российскую военную базу в Бенгази, втором по величине городе этого африканского государства. Еще одной страной арабской Африки, которая принять российскую военную базу на своей территории, стал Судан. По имеющимся данным, Судан также готов предоставить российским военным один из своих приморских портов. А ранее глава Комиссии по обороне и безопасности в парламенте Судана напомнил о существовании договоренностей между двумя государствами, которые дают военным судам обеих стран право пользоваться приморскими портами и портовыми сооружениями друг друга. Это соглашение может стать первым шагом учреждения в Судане полноценной российской военной базы на побережье Красного моря. В СМИ также попала информация о растущем интересе Египта к укреплению военных связей с Россией. Известно, что президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси неоднократно заявлял о полной готовности инфраструктуры страны к тому, чтобы ею пользовалась российская военная авиация. Есть информация, что и Россия проявляет большой интерес к потенциально более широкому использованию египетских военных объектов. Российские СМИ сообщали со ссылкой на осведомленный источник в российском Минобороны об усилиях и стремлении Москвы к возрождению былого блеска военного сотрудничества с Египтом, точнее, к возвращению на рубежи, некогда утраченные российскими вооруженными силами.